Российское законодательство является ценным источником по истории татарского народа, по истории татарского народа второй половины 16-го, начала 20-го столетий. И это не случайно. Именно законодательные акты, устанавливая правила и нормы взаимоотношений в российском обществе, фиксировали волю господствующих классов, определяли положение, права и обязанности подчиненных социальных и этнических общностей. Являясь непосредственным результатом деятельности верховной власти, обладая высшей юридической силой среди прочих документов, они, как ни один другой вид источников, дают представление о политике государства. Каковы были законы, такова была политика. Это объективная реальность, с которой невозможно не считаться. Законы о татарах можно встретить в самых разнообразных изданиях, однако по полноте представленных документов ни одно из них не сравнится с полным собранием законов Российской империи. Как вы знаете, оно включает в себя 3 собрания. И первое, охватывающее промежуток с 1649 по 1825 год, было издано по повелению Николая I еще в 1830-х годах. И с того времени оно никак не повторялось, и превзойти это издание, наверное, в ближайшем будущем не удастся. Для периода же с 1552 по 1649 год наиболее полной публикацией законодательных актов является книга «Законодательные акты русского государства второй половины XVI – первой половины XVII веков», вышедшая в 1986 году в Ленинграде. Документы, представленные в указанных публикациях источниках, регулировали самые разные сферы жизни татарского населения. Однако в своем выступлении я бы хотел остановиться на проблеме татарского землевладения. Это связано не только с проблематикой нашей конференции, но и с тем, что вопросы землевладения и землепользования на протяжении столетий оставались в центре внимания законодателей. Что вполне объяснимо, именно земля была главным материальным активом и средством производства в дореволюционной России. По объективным причинам наиболее интересным и значимым отрезком для татарского землевладения было 17-е столетие. Казалось бы, главные события в этой сфере должны были произойти после взятия Казани Иваном Грозным, когда весь мир для татар и других народов Казанского ханства должен был перевернуться. Однако на практике ничего подобного не случилось. Безусловно, произошло перераспределение части земельного фонда. В частности, владения ханского двора и высшей аристократии были взяты в казну, отчасти переданы русским служилым людям и православным монастырям. В то же время большая часть пашенных земель и иных угодий осталась за прежними владельцами. В песцовых книгах второй половины 16-17 столетий встречаются прямые указания на то, что описанные в них порядок землевладения и системы ведения хозяйства сложились еще до завоевания Казанского ханства. В этом отношении наиболее характерны песцовые книги Казанского уезда 1602-1603 годов, письма и меры Ивана Болтина. Таким образом, повторюсь, именно этот фактор, то, что царское правительство фактически оставило неизменным прежнюю систему землевладения, бытовавшую на территории Казанского ханства, обусловил тот факт, что в законодательстве российского государства второй половины 16 столетия нет ни одного законодательного акта, касающегося татарского землевладения. То есть оно, можно подумать, что не регулировалось. На самом деле, в принципе, царское правительство именно пошло по пути консервации устоявшихся правовых традиций, тем более они во многом соответствовали с правовым традициям русского государства. Вот. Специальные указы, посвященные татарскому землевладению, появляются после смуты начала 17 столетия и воцарения на престоле царя Михаила Романова. Наиболее значимые из них легли в основу статей Соборного уложения 1649 года. Это крупнейший памятник русского феодального права, важнейший кодекс, изданный государственной властью в допетровский период. Как вы знаете, именно Соборное уложение подвело итог всему предшествующему законодательству московского государства. Это с одной стороны. А с другой стороны, именно этот кодекс предопределил на десятилетия вектор развития многих отраслей российского права, в том числе относящихся к сфере землевладения. Позиция государства в отношении земельных прав татар и других народов Среднего Поволжья
была выражена в 41-45 статьях 16 главы Кодекса, которые носят название «О поместных землях». Следует подчеркнуть, что целостной картины положения татар-землевладельцев эти статьи не дают, поскольку государство облекало вписанные законы лишь те сферы, регулирование которых являлось для него насущной необходимостью. Тем не менее, анализ этих статей позволяет сделать следующие выводы. Авторы соборного уложения выделяют у татар три формы земельной собственности: вотчины, поместья, ясачные земли. Это для вас не новость, что называется. При этом наибольшее внимание законодатели уделяли поместному землевладению и служилым татарам как держателям поместий, что вполне укладывалось в общероссийские тенденции. Как отмечал известный русский и советский историк Сергей Васильевич Рождественский, важнейшей заботой московского правительства, проводившего в XVI-XVII веках активную внешнюю политику, была организация военной силы, в основе функционирования которой лежала поместная система. Приоритеты правительства четко прослеживаются и в соборном уложении. Из 25 глав кодекса в 16 главах, а из 967 статей в 170 статьях непосредственно говорится о поместных землях. Если вести речь о служилых татарах, то в целом законодатели придерживались линии на невыделение их материальных прав из общей законодательной практики. Я не буду... Но это прежде всего право наследования. Этот порядок наследования служилыми татарами поместья не отличался от тех условий, которые были установлены законодательством для представителей русского феодального класса. Одинаковыми были и их права творить суд и расправу над зависимыми людьми, а также собирать с них подати. Вместе с тем, полной идентичности прав служилых татар с правами русских землевладельцев не было. Иначе законодатели не выделяли бы их в кодексы отдельно. К примеру, 41 статья 16 главы окончательно закрепила за татарскими и мордовскими служилыми людьми поместные земли русских феодалов, приобретенные ими в период смуты и впервые прописанные в указе 1615 года. Однако закон запретил впредь раздавать русские поместные земли феодальной верхушке нерусских народов. В равной мере всем разрядам русских служилых людей, начиная с бояр, запрещалось отчуждать любыми способами, покупкой, меной, арендой, поместные земли князей и мурз. Этот запрет был закреплен в статье 43. Известный специалист по истории государства и права России Аркадий Георгиевич Маньков в запрете каких-либо операций с землей служилых татар усматривал стремление правительства сохранить и укрепить среди народностей Поволжья позиции местных феодалов как свою опору. В основе статьи 43 лежал указ 1735 года, адресованный арзамасским мурзам и служилым татарам. В отличие от его авторов, разработчики соборного уложения распространили запрет на операции с землей и на ясачные земли Среднего Поволжья. Включение в кодекс подобных норм с точки зрения законодателей означало закрепление за территорией обитания ясачных народов статуса собственности царя. Эту идею Манькова, в принципе, повторил и Федоров в своем известном исследовании, посвященном правовому положению нерусских народов в Сибири. В числе владельцев ясачных земель статья 43 называет чувашей, черемисов, ватиков и башкирцев. Упоминание последних в данном контексте наводит определенные размышления. Следует отметить, что это единственное место в соборном уложении 1649 года, где упоминаются башкирцы, и упоминаются они именно как держатель ясачных земель. Интересный сюжет с земельными правами служилых татар рисует также статья 45 главы 16, которая предписывала мурзам и татарам своих поместьй не пустошить и самим из тех подместий в иные города и села и в деревни никуда не бегать и от служб не отбывать, а жить в своих поместьях и вотчинах и владеть им мурзам и татарам всяким своим поместьем, где кто из помещен по дачам. Прообразом данной правовой нормы стал указ 1635 года, состоявшийся по следам
неудачной для России русско-польской войны 1632 года. Она сопровождалась массовым дезертирством из рядов русского поместного войска, в том числе из рядов татарской конницы. Включение этой нормы в состав Общегосударственного кодекса говорит о том, что законодатели сочли ее актуальной и на рубеже 40-х-50-х годов 17-го столетия. Таким образом, содержание статей 43-45 главы 16 о поместных землях свидетельствует о том, что земли служилых татар находились под патронажем верховной власти, не могли отчуждаться русскими служилыми людьми и перераспределялись лишь внутри представителей данной группы населения. Исключения из этого правила возникали при принятии татарами и другими нерусскими народами православной веры. Статья 44, тоже 16 главы, предписывает, что если служилые князья, мурзы и татареви, и мордва, и чуваши, и черемисы, и ватики крестились в православные веру, то у тех новокрещенных поместных земель не отымать и татарам не отдавать. Тем самым правительство в угоду религиозным интересам нарушало провозглашенный им же принцип неделимости земельного фонда, принадлежавшего нерусским народам, поскольку крестившийся татарин, чуваш или мордвин переходил в другую социальную группу новокрещенных. Надо сказать, что именно отход от этого правила стал основной тенденцией в законодательстве второй половины 17 столетия, когда религиозный фактор стал все более вмешиваться в сферу землевладения, и земельные права татарских служилых людей они стали вступать в прямую зависимость с их конфессиональной принадлежностью. Более того, на рубеже 60-х, 70-х, 80-х годов законодательство и русское правительство прямо встало на путь давления на татарских служилых людей. У них изымались поместья и вотчины под предлогом того, что иноверцы владели православными крестьянами. В 1681 году была предпринята массовая конфискация поместья и вотчин служилых татар, и в результате которой, особенно в центральной полосе России, в Киренском, Темниковском уездах, значительная часть служилых мур и татарс, у них были изъяты земли и поместья. Надо сказать, что с воцарением царей Ивана и Петра Алексеевича произошел определенный откат, и изъятые земли вернули прежним владельцам, но это лишь был такой кратковременный отрезок, кратковременный откат. И уже при Петре I указы 1715 годов фактически подвели итог татарскому служилому землевладению. У них были изъяты земли, которые обрабатывали крестьяне православной веры. И это был первый значимый шаг по пути превращения бывших татарских служилых людей в категории государственных крестьян. Там следующий этап стало введение лашманской повинности, распространение подушной подати и так далее, но именно указ 1713 года стал первой такой вехой в этом направлении. Хотя Андрес Капеллер и другие исследователи подчеркивали, что Петр I лишь продолжил ту политику, которую заложили в какой-то степени Алексей Михайлович, но главным образом Федор Алексеевич указами 1681 года, и там были другие определенные законодательные. Спасибо за внимание.